Hey, Висос! Майкл с вами! Но что может быть где-то там? Вероятность существования внеземного разума является предметом уравнения, и текущее отсутствие какой-либо коммуникации с инопланетянами — предметом парадокса. Но вот другой вопрос. Если бы мы услышали от внеземной разумной жизни, что бы на самом деле тогда произошло? Что ж, ни одно государство официально не принимало протокол действий после обнаружения. А на вопрос о том, что же делать, если появится подтвержденное сообщение от внеземного разума, Управление по вопросам космического пространства ООН попросту ответило, что их работа не включает проблемы, относящиеся к заданному вопросу. Значит, мы не готовы? Последует ли хаос? Эти существа маловероятны. Но то, как мы готовимся к и предвкушаем столкновение нашего вида с внеземным, очень важно и разъясняющее, хоть и невероятно. Исторически мы действовали так, будто внеземная жизнь существует. Обратное загрязнение — это теория, что созданный человеком объект по возвращении из космоса может занести с собой необнаруженные внеземные формы жизни, особенно вирусы и бактерии, которые могут уничтожить жизнь на Земле. Серьезные люди были серьезно обеспокоены этим, когда мы впервые послали людей на Луну. Когда Нил Армстронг, Майкл Коллинз и Базз Олдрин вернулись с поверхности Луны, они не прыгнули сразу в объятия своих семей или присоединились к параду. Вместо их заставили надеть скафандры биологической защиты и отправили на пребывание в зоне карантина на период в 3 недели в Хьюстон, штат Техас. После Аполлона-14 от карантинных мер отказались, но техногенная панспермия также вызывала серьезную обеспокоенность. Когда НАСА послали космический аппарат Галилео исследовать Юпитер и его спутники, он собрал потрясающую информацию, но была проблема. Аппарат никогда не стерилизовали. Так как жизнь, даже жидкая вода, могла бы существовать на этих лунах, для избежания загрязнения внеземной биосферы, по завершении миссии, НАСА решила направить Галилео в Юпитер, где он расплавился и был уничтожен, вместе со всей земной жизнью, возможной на борту. Так что протоколы и решения официально принимались в прошлом, исходя из предположения о том, что пришельцы могут существовать. Когда речь заходит о буквальном выслушивании инопланетян, получении сообщений от технологически продвинутых форм жизни, способных послать нам, скажем, радиосигнал, проекты вроде SETI, которые занимаются поиском внеземного разума, это те, кто активно слушают. У них ушки на макушке. И они, готовы. Комитет SETI Международной академии астронавтики составили декларацию принципов относительно действий, последующих обнаружению внеземного разума. Ни одно государство еще официально не приняло рекомендации комитета, но если бы что-то произошло, комитет, скорее всего, стал бы первым местом, куда бы обратились власти. Они были бы одним из немногих справочников об этом. Сет Шостак объяснил философию в кругах SETI, прогнозируя, что так как подтверждение сигнала дело долгое, а СМИ довольно оперативные, они просто оглушат вас о возможном обнаружении за дни до того, как обнаруживший сигнал подтвердят его подлинность. В разгаре безудержных спекуляций СМИ, энтузиазма и паники среди населения, наиболее вероятная цепь официальных событий после обнаружения сообщения от внеземной жизни последует рекомендациям SETI. Сперва исследователь или команда, которая обнаружит сообщение, продолжит оценивать правдоподобность сообщения и уведомит всех участников декларации SETI. Потом, как только они подтвердят достоверность сообщения, Центральное бюро астрономических телеграмм будет осведомлено, и оно уже проинформирует наблюдателей со всего мира. Об этом также проинформируют генерального секретаря Объединенных Наций, так как 11-я статья Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, их обязывает. Первые официальные новости, которые получим мы, публика, скорее всего, будут выражены в шкале Рио. Впервые представленная Международному астронавтическому конгрессу, шкала Рио измеряет значимость последствий доказательства внеземной жизни, что делает ее наиболее подходящим для этого инструментом, так как она хорошо управляет реакцией общественности.
Можете поиграть с отличным онлайн-калькулятором, чтобы понять, как шкала Рио работает. Он учитывает правдоподобность сообщения по шкале от «полагается внеземного происхождения» до мистификации, насколько частотно наблюдение, какого типа это сообщение, например, непереводимо ли оно или очевидно для нас, и насколько оно далеко, внегалактическое или же близкое настолько, что мы можем отозваться и услышать ответ в пределах продолжительности жизни человека. Сет Шостак и Айван Ламар применили шкалу Рио к вымышленным и историческим событиям. Отличный способ ощутить, как шкала Рио повлияет на выбор слов, с помощью которых власти будут сообщать о внеземном сообщении. Они поставили лунному монолиту, обнаруженному в космической Одиссее 2001 года, 6 по шкале Рио, стоящее внимания. В фильме «День независимости» первоначальный сигнал был бы примерно от 4 до 8, от умеренной до бесперспективной. Как только было бы подтверждено, что сообщение не дальше Луны и двигается, оно автоматически бы оценилось в 10. Чрезвычайное. В реальной жизни лицо на Марсе, обнаруженное в 1976, оценивалось в 2. Низкое. Пока фото в высоком разрешении, снятые в 2001, не показали, что там ничего не было. Просто холм, который забавно выглядел при определенных условиях, и оценка незамедлительно понизилась до 0. Нулевая значимость. Так что если бы мы и получили сообщение от внеземного разума, те вещи и те слова, скорее всего, будут использованы. Но кто будет руководить? Хоть она отрицает, что ее выбирали и подготавливали к подобной роли, Мазлан Отман, директор управления по вопросам космического пространства ООН, довольно хороший кандидат. Как и Пол Дэвис, председатель проекта SETI оперативной группы после обнаружения. Если возникнет необходимость, оба этих человека вполне могут стать послами в отношениях между людьми и пришельцами. Так что же мы ответим? Что ж, если мы хотим показать, что мы разумны, возможно, стоит отправить строку, содержащую информацию о числе π или числе Фибоначчи. Или, может, нам следует ничего не говорить совсем. Стивен Хокинг предупреждал, цитата, «Если пришельцы однажды нас посетят, то последствия окажутся гораздо серьезнее открытия Колумбом Америки, которое, как известно, очень печально закончилось для коренных американцев». И профессор Саймон Конвей Моррис, палеонтолог Кембриджского университета, сказал, что если космический телефон зазвонит, нам не стоит брать трубку. Подобные наблюдения находятся в центре важности вопроса этого видео. Можно научиться многому, глядя не только на то, как мы готовимся к космическому посланию, но и на то, как мы представляем себе, как настоящий контакт с пришельцами будет происходить. Антрополог Кэтрин Денни не раз отмечала, что то, как мы представляем контакт с пришельцами, скорее больше говорит о нас самих, чем о любых гипотетических пришельцах. Мы делаем так постоянно. Когда мы проецируем наши собственные современные амбиции и страхи на доисторических людей, Кристофер Райан и Кассиль Дежета называют это флинстоунинг. Давайте используем принцип этой фразы и назовем любую проекцию современных поведений и желаний беспокойств человека на футуристических, технологически продвинутых существ, способных посетить нас, джетсонингом. Некоторые примеры джетсонинга включают мысль, что любые пришельцы там, пытающиеся контактировать с нами, возможно, хотят навредить нам. Может быть, это просто потому, что всякий раз, когда мы встречаем новые народы, мы часто порабощаем их, или жалуем их, или пользуемся ими. Также вполне возможно, что пришельцы будут дружелюбными и захотят помочь нам. То, как мы представляем их помощь нам, говорит много о том, какая именно помощь мы думаем нужна нам. Есть возвышенная идея, что из космоса Земля выглядит мирной. Все эти границы, которые мы возвели, не существуют, их не видно. Но это не полностью правда. Старая граница между Восточной и Западной Германией все еще видна из космоса, на обеих сторонах используют разные лампочки. А это граница между Пакистаном и Индией. Можно увидеть из космоса, как Индия заливает границу светом, чтобы сдержать контрабандистов от поставки оружия и боеприпасов. Мы не все ладим друг с другом здесь, на Земле. Мы боимся друг друга, не доверяем друг другу, и вызванные этим морщины и шрамы видны из космоса.
Представление о том, как пришельцы истолкуют все это, о том, что они скажут нам, и о том, как мы ответим или должны ответить, поучает нас многому о нас самих. Все это делает нашу борьбу странной снова, менее игнорируемой, и в этом вся суть фантазии. Гилберт Кит Честертон сказал, что функция воображения не в том, чтобы улаживать странные вещи, а скорее в том, чтобы делать улаженные вещи странными. И как всегда, спасибо за просмотр.